В Якутии впервые снимают художественный фильм с говорящими животными под названием «Охотник Михалюшка», по-якутски «Михаличан Булчут». Картина основана на известном произведении писателя-фронтовика Тимофея Сметанина. Производство фильма идет по инициативе медиакомпании «Саха-Печать». Съемки фильма начались 1,5 месяца назад в Хангаласском районе, далее творческая группа работала в Амгинском улусе. Сейчас фильм снимают в Якутске и Горном районе. Завершат работу в конце августа. Это мой первый полный метр. До этого у меня было очень много коротких метров, рекламы, клипы, а именно полный метр — это первый, и уже такой сложный. У нас тут дети, разговаривающие животные, погода постоянно меняется, очень много натуры, очень много переездов и так далее. На самом деле сложно с животными, тем более у нас щенок. Да даже на самом деле с цирковой собакой очень сложно. То есть нужно учитывать очень много факторов. Например, с утра они работают, после обеда они спят, потом они опять играют, и их не поймать на какие-то спокойные сцены. И поэтому это всегда какая-то лотерея. Главную роль в фильме играет второклассник Дамир Дьяконов из Намского улуса. Это его первый опыт в кино. Его говорящим питомцем является собака по кличке Сергех. Сергех взяли специально для фильма еще щенком. Сейчас он уже взрослый, слушает команды и вовсе вовлечен в мир кино. Я отвечаю за саму камеру, то есть ее подготовку, определенную часть настроек, а остальную уже оператор добивает. Этот проект особенен тем, что очень много экстерьерных съемок, очень специфический интерьер, очень сложное построение света. Также было, то есть оператор московский, очень много нового, интересного, новой иерархии, системы. Находимся в постоянном процессе обучения, познаем что-то новое, интересное, и думаю, это очень хороший опыт для якутского кинематографиста. Руководит съемочным процессом якутский режиссер Александр Лукин. Он известен картинами «Бүгүн былыр», «Бүгүн былыр 2» и «Белый ангел тундры». Он назвал этот семейный фильм «Приключения» интересным проектом. Работаем над фильмом практически месяц. Работа с детьми, работа с животными, она, конечно, очень сложная, но посредством, с помощью такой хорошей, сплоченной, дружной команды, каждый кадр нам дается очень тяжело, если говорить не скрывая, но мы хорошо справляемся. И в нашем фильме еще будет много присутствовать компьютерной графики, поэтому для меня, как для режиссера, это тоже будет первый такой большой опыт работы с айтишниками нашей республики. Так что мне очень еще предстоит много работы, и я очень надеюсь, что интересной работы. Фильм выйдет на широкий экран в следующем году к 105-летию писателя Тимофея Сметанина. Ожидается, что экранизация яркого произведения якутской литературы станет настоящим подарком для ценителей семейных фильмов.